Все, доброе утро. Проснулись, едем. Вчера была ночью гроза хорошая, всю ночь сверкала. Сейчас ветер вроде бы попутный идет на Испанию. Это нормально все. Все, у нас заключительный французский населенный пункт. Дальше у нас будет перевал через Пиренеи. Он будет небольшой, конечно, метров 150-200 подъема такой активной фазы. Но все равно перевал звучит как-то грозно для езды с прицепом. И вот на самом перевале будет граница с Испанией или с Каталонией. Небольшой привальчик перед перевалом. Настя теперь у нас едет в юбке. Говорит, Никита очень сильно протестует. нет, говорит, удобно. Ну да. Ничего нигде не перетирает. Ну это временно, пока жарко. Да, прикольный стайл у нее. В контактах юбочки, но, как говорится, красота требует жар. Да нет, правда. О, вот это здесь граница такая импровизированная испанская. Все, мы в Испании. Да, заключительная страна европейская наша. Вот, перевальчик сам был легкий, в принципе, нам еще ветер помогал, то есть на одном дыхании вообще заехали. Сейчас будет спуск и на Барселону.
В Испании теперь начался рельеф веселый. Горочки такие затяжные пока что. Потому что еще Пиренеи идут. Они даже похлеще, чем тот перевал. Потому что там едешь по серпантину, психологически по серпантину проще ехать, чем, например, по одному длинному затяжному подъему. Потому что ты видишь, что тебе еще ехать и ехать, а когда за поворот заезжаешь, ты не знаешь, что тебя вообще ждет там за поворотом. Вот поэтому там психологически просто легче. Вот сейчас стоим, Настю ждем, где-то она там отстала. Как будет уходить? Фу, в общем, хотите драму? Была она в Восточном Кочеве, теперь и в Мировом Кочеве. В общем, мы потеряли маму. Ситуация такая. Вот на этом повороте я свернул уже на ночевку. Настя вон там была на повороте, ну, в поле видимости. Я повернул, там спустился вниз. Я уж думал, она видела, я не стал ее здесь ждать. Ну вот зря я понадеялся на то, что Настя увидит, надо было подождать, потому что Настя, видимо, не увидела. Хотя тут метров 100-150, то есть видимость отличная. Вот она поехала туда наверх, наверное, уже спустилась. Мы под городом Жирона, наверное, в Жирону уже заехала. Я не знаю, что делать, связи у меня нет. Моя симка на Настиной стоит, где есть связь. Уже стоим минут 15, наверное. Вот, может, Настя додумается поехать назад. Ну, по-любому, наверное, назад потом поедет, не знаю. Когда она это поймет, что мы здесь остались. Стоять мы здесь на дороге не будем. Оставим Настю такую метку. Но она должна повернуть, понять, что мы здесь. Оказывается, Настя же телефон еще на зарядке оставила. В общем, она молодец, нашла телефон с WhatsApp и позвонила на свой же телефон. А я-то думал, что у нее с собой телефон, так что я сказал, что Брюсик, ну это кукол-то, стоит на трассе, ждет. Так что я будем... Вот так вот мамка теряется у нас, да? Вот даем. Вот такие ситуации тоже дороги бывают. Частенько. Просто что-то за кадром остается. Такие желуди здесь прикольные. Заостренные. Что-то там скрип тормозов знакомый. О! О! Та-да-да-да! Та-да-да-да! Спасибо, Брюсику. Вот такие у нас потеряшки. Хорошо, голова работает. Догадалась позвонить.
Зашли сейчас в магазин, испанский супермаркет, и можем сказать, что... Скажи, Настя. Заждались. Не, на самом деле не намного дешевле, но по сравнению с Францией, которая очень дорогая, здесь можно получше. Закупаемся. Вот мы снова в Декатлоне. Вот пришла пора и мне покупать коврик. Наши китайские алиэкспрессные все. Насте еще в Нидерландах купили, хотя он сразу практически крякнул. Вот, теперь пришла моя очередь менять и мой коврик. Вот, из множества выборов, тут, конечно, по цене разброс. Не хочется слишком тратиться на него, но вот более-менее это вот такой вариант за 30 евро. Вот этот вариант. Он уже не такой полый, как предыдущие, то есть как водяной матрас по принципу водяного матраса, а здесь уже внутри, как он там, материал-то этот называется-то, забыл, ну бог с ним. В общем, он не полый внутри, как обычный надувной коврик, классический. Придется 30 евро потратить снова на снаряжение. Срач тут как в России. Даже на пикник негде остановиться. Встали тут под мостом железнодорожным. Смотрел вчера статистику, оказалось, что вчера у нас был самый высотный день. По общему количеству подъемов, сколько я забыл? 750, о да, 750 метров был. Это пока у нас рекорд по подъемам. Так что Испания дает жару. В прямом и переносном смысле. Испания началась перевалом. Потому что и погодка такая тепленькая. Мягко говоря, сейчас солнце раскочегарится еще к 3 часам, и будет вообще нормально. А я готовит. Он готовит нам вкуснятину, ням-нямки. Чего? Готовит нам землю с камнями. Поедим, наедимся испанской земли. Все, сейчас выйдем на море. Наконец-то. Поехали тут в объезд горы перед самым берегом. Все отлично.
замечательный закат. Наконец-то доехали до Балиарского моря, можно сказать. Ну, это все Средиземное, но оно тоже делится на свои моря. Вот, там Балиарские острова, Пальма де Мальорка, Ибица, на которую, к сожалению, я не попаду. Хотелось бы. Вот. А так вот она. Балиарское море. Сейчас ставим палатку здесь, прям на прибрежной полосе. Здесь вот идет заборчик. Это огороженная территория вдоль всего моря. Это, видимо, сохраняют флору прибрежную. Здесь нельзя ни палатки ставить, ни костер разводить, ни мусорить. Ну вот, но мы ставим за ней, здесь. Так что все по закону. Да и думаю, в Испании вообще на палатке уже всем пофиг. Судя по тому, сколько мусора на обочинах лежат, я уже не знаю. Так что палатка — это самое милое дело еще. Так что все, наверное, завтра мы будем отдыхать. Да, давно такого День не было. отлежки сделаем. Вот, потому что нас ждут 5 числа, сегодня 3, 5 октября в Барселоне. Вот, это наши последние километры по Европе. Вот так вот. Будем скучать. Уже не верится, что заканчиваются 3 месяца нашей Да, визы. вот уже 3 месяца Европы. 3 месяца мы в Европе живем. Как-то уже привыкли даже к Европе так. Как-то боязно в другие страны уже уезжать. В Африку. Зато Африка, какая она. Аечка счастливая. Это главное. Bukan. Gini. Boleh lagi. Boleh.
Делаем из старых штанов новые шорты. Также отдыхаем сегодня, все замечательно, купаемся в море, отдыхаем. Сейчас сходим в магазин, вот в тот городочек, все вместе. Отлично. Да, с новыми шортами. Такое событие. Я эти штаны покупал в Барнауле вместе с Настей. Помним даже, как в магазин ходили. Там после Азии я приехал, думал, надо что-то рубашечку хоть какую-то купить. А то все уже изношенные были, дырявые. Да, теперь у них новая жизнь. Замечательно здесь, на Балиарском море. Вообще вот красота. Никого нет практически. Так, рыбаки только приходят. Рыбачат. Ну, все к вечеру выползут, но и то это место мы хорошее нашли. Там вот городочек уже, ну, поселение идет, и там уже видно народу гораздо больше, там пляжи как бы официальные. А здесь промзона, и никого нету. А вот, нашли здесь информацию. В общем, здесь селятся черепахи, гнездятся точнее. Вот. И уникальная флора. Тут все расписано, тут все по-испански, конечно. Но можно понять, что вот такие вещи. Например, нельзя ходить, нельзя трогать черепашек, Да. нельзя фотографировать со вспышкой. Но это в какой-то месяц, видимо, определенный. То есть они Выключать свет гнездятся. рекомендуют. Keep all lights off. Понятно. Все, доброе утро. Проснулись. Вот наша была заключительная ночевка в Европе в палатке. Берем курс на Барселону. По побережью нам сейчас предстоит туда ехать. Вдоль берега. Не знаю, там будет велодорожка или нет. Как нам лучше будет ехать. Непонятно. Если бы Голландия была бы, было бы все понятно. Но это Испания. Я чувствую, здесь не все понятно. Здесь типично туристические места, отель за отелем. Конечно, такой берег классный. Ощущение, кого где-то во Вьетнаме еду в какой-нибудь там городке туристическом. Вот ребят наших встретили. С Калининграда, да? Ну это мы только собираемся. Нет, Вот мы из Тюмени. А, с мы Тюмени из сами? Тюмени. О, ничего себе. Живая история. Ребята Тюмени, из Чебоксар привет. С маленьким ребенком доехали. И сколько? 5 месяцев ехали? Да, вот 5000 километров где-то. 5000 километров проехали на велосипедах. Так, Блин, Тюмень родная почти. какой сайт? Сейчас вот здесь проводятся соревнования Ironman. Все сюда съезжаются. Ай.
Вот сюда нам надо вниз. Сейчас отдыхаем на пляже, до Барселоны еще время есть, пока едем. Вот у нас Барбара дала. Я думал, это крем солнцезащитный, он какой-то тональный крем. Тоже защитный. Мой нос постоянно Тут страдает. написано 50, это солнцезащитный. Нет, он тональный солнцезащитный крем, короче. То я не с розовым носом буду, а с белым есть. Не знаю, что лучше. Здесь очень долгие светофоры. Ух. Сейчас ладно, зеленый. Там будет красный. Просто нереально долгие. Или мы отвыкли от них. Вот подъезжаем уже к Барселоне. Фух. Чё, Аечка, поздравляю тебя С первым проколом за 5000 километров. Сейчас будем. и в Барселону, символично, да, Аечка? Как раз в конце Европы, что нам осталось, километров 10, наверное, ехать по Европе, и вот прокол. Это такой дембельский аккорд, как я его называю. И ничего, сейчас на площадке вот отдохнем, мы уже в Барселоне. В принципе, приятно ехать, сегодня хорошо попали на субботу. Очень много только светофоров и очень долгий красный, пока вот это заметно. Вот не знаю, сейчас в центр поедем или нет, смотреть там достопримечательности. Наверное, поедем сразу в гости. Нашли людей на Warm Showers. Вот, там нас подъем приличный ожидает. Почти перевал. Аж целых 2 дырки. Так вот, Ая, где словила-то 2 дырочки целых? А? Где словила? Все, порядок.
даже велодорожка есть. Всё, начались подъемчики, точнее один длинный подъем в гору, в северную часть города. Настя где-то там сзади. Насте всегда ей тяжело дается подъемчик, отстает. Вроде доперли. Нужна улица, 10-й дом. Подъемчик здесь и вправду. Настя вон тащит. Я вроде заехал еле как. Дембельский аккорд. Последний километр на велосипеде по Барселоне. По Европе. Написали, в общем, через 1,5 часа только будут. То есть затемно. Вот, придется наш подождать немножко. Зашли в магазин пока. Взяли на время, зашли в магазин взять продуктов на время нашего пребывания в Барселоне. Пока ждем хозяев дома. А Эчка он уже все, не хочет ездить, хочет сама выбирать, делать покупки. Раньше нам было по барабану до детских площадок, но когда путешествуешь с Аей, детские площадки это бывает просто необходимость и спасение. Но не все они по возрасту пока для Аи, конечно, подходят. Все, вот мы дождались Эдриана, нашего друга, Spanish friend. Вот, сейчас все велосипеды отправим. Тут, оказывается, вот второй флор есть, первый вниз, этажи, то есть город вниз как будто растет. Интересно. Вот сейчас будем спускать велосипеды. Все устали уже вообще. Все, мы дома. Вот это жена Эдриана. What is your name, sorry? Gemma. Дема. Вот, Дема, вот мы к ним домой приехали. Вот наша кровать сегодня. Не только на сегодня, до 8 числа. Все, отдыхаем. Смыться, грузить серии, делать серии.
Вообще замечательная квартира такая. When you put the frost and the temperature, yes, whenever. Все, доброе утро. Ребята едут кататься. Buenos días. Да, Буэнос Диас. Ребята отправляются. Да. Классный велик. Че, мы сегодня отдыхаем. Сейчас к вечеру вышли в магазин. Что-то сегодня тяжелый немножко день. Какая-то усталость у нас накопилась в последние дни. Как будто мы вчера вкрутили 150 километров. Но вчера было у нас 70, с учетом еще горочек. Вчера вот так было, да. И с прицепом это все 150. Вот. И еще усугубляет положение пыль дома. Ну, как пыль. Просто нас комнату там поселили ребята. Видимо, просто там давно никто не жил. И вот эта старая пыль, а мы уже от нее отвыкли. Либо просто мы настолько редко бываем в домах, что Да. у нас уже аллергия Просто на мы дома. в стерильных условиях, по сути, находимся. Вот на природе там никакой пыли нет. Все вот nature, настоящее. Вот, а в домах мы уже отвыкли, организм уже тяжело ему в квартире сидеть просто, вот именно из-за пыли. И у меня насморк сегодня весь день. Вот сейчас на улицу вышел, легче стало. Поэтому отлеживаемся. В общем, но у нас есть завтра полноценный день. И завтра пойдем гулять. Вот тут метро есть. О, метро даже, вон, смотри, есть. Лифт, так что нормально мы, без проблем. Без проблем с прицепом поедем. Поехали сейчас? Так что нормально. Ну давай спустимся для интереса. Проверка качества, удобства. Ну вообще отлично для прицепа. Нет проблем.
other countries, Russia, have to be. Тоже что ли подряд? Do you want to do it with you? Like? You can look at Nikita or No, it's camera. please tell your full name, where are you living, and what are you doing here in Barcelona. You can speak in English if you want, and you can speak in Spain. My full name, and it's Gemma Moran in Rodenas, because we have two surnames here, and what else? What city is it? And what city, and what are you doing here in Barcelona? Here I'm working as a business software consultant in a company from here, from Barcelona. And why did you invited us, and how many guests were here in the house? I don't know, he just went into the APP there, and he offered the place because it was for cyclists. So, and I think you are our second, no? ¿Somos segundos? You are our second guest from Warm Shower. And what about your cyclist life? We know you have a few bicycles. So how often you cycling? Well, I cycle 2 or 3 times a week, and mainly in Saturdays. I do a long ride. Then, but ¿cuánto sales en bici? Yo salgo todos los días porque yo con mi trabajo no puedo salir lo que yo quisiera salir. Pero mi idea, mi gran sueño es algún día realizar un viaje largo, un viaje de meses. And the last question is, where are you from, and something about your city. Well, we are from Valencia, and it's a smaller city, but it's very beautiful also. And well, we didn't live in the city, we live in a small town, and it's very nice. It's quite different from here, but it's also very nice. You miss from Valencia? Well, the family, but we go often to Valencia. At least once a month we go to Valencia. It's 400 kilometers from here. No problem. No, by car. It's not that much. Gracias. A vosotros. ¿Deseas algo en español? O sea, que hagas un deseo para ellos en español. Bueno, deseo que tengan un feliz viaje, que disfruten del paisaje de África y bueno, que tengan mucha suerte, porque África es un continente duro, difícil, pero bueno, me han dicho que la gente de allí es muy agradable. Sí. Espero que lo pasen muy bien y que no perdamos el contacto. Gracias.